На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Основанная по инициативе Нестора Лакоба, в селе Мук прошли торжества по случаю столетия школы имени Георгия Чачба. От их работы будут зависеть здоровье и жизнь граждан и гостей Абхазии. Готовность к летнему сезону обсудили в ходе расширенного межведомственного совещания в МВД республики. Его имя связывают с культурным возрождением Абхазии. В Абхазском госуниверситете состоялся круглый стол, посвященный 110-летию со дня рождения Михаила Бгашба. В селе Мук прошли торжества по случаю столетия школы имени Георгия Чачба. В мероприятии приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства и выпускники разных лет. Гости возложили цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Для участников торжества была организована праздничная программа. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Заура Кварчи. Село Мук, сердце Абжуйской Абхазии, отметило столетие средней школы. Поздравить жителей села с юбилеем учебного заведения приехали президент республики Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты, члены правительства, а также выпускники разных лет. Перед началом торжественной части собравшиеся возложили цветы к мемориалу в честь уроженцев Мук, павших на полях Отечественной войны народа Абхазии. Школа села Мук, одна из старейших в Абхазии, была основана в 1925 году по инициативе Нестора Лакоба. Еще за год до этого старейшины села обратились с просьбой о ее создании. Место обсуждения – Мукская поляна, где испокон веков народной дипломатии решалась судьба Абхазии. За 100 лет под сводами школы выросло не одно поколение выдающихся людей – ученых, общественных деятелей, героев Абхазии. Директор школы Светлана Киртадзе поприветствовала гостей и рассказала о славной истории учебного заведения. Бадра Зурабипа, Хюстроги, Шерги, Хаштача, Шбара, Хайгургой. Славную историю школы и всего села отметил в своем выступлении президент Бадра Гунба. Он поздравил сельчан с юбилеем и заверил, что школа получит всестороннюю поддержку со стороны государства. Ганахала мукакыта янейзоз акун. Зыпа ганахала лахнакыта янейзоз акун. Хомпада атакытака ацагдузмо, торых дузмо. Ехапе хаглари прханы язго азтара пахырдбоз тыпны, ипшо тыпны языпу. Аханкара ганахала харти нукзалаги. Абвипара парейта адзараздара парзы хотала ацклапшта захуд. Ганахала хазгала шобло ждырвстапу. Со сцены звучали поздравления от гостей и выпускников, теплые слова в адрес педагогов и всех, кто связан с историей школы. Ашкол арцавират и лазара гукала и шудесны хелой атурых дузмо апсвакыта абжиуа арчахарта мук Абжарат апсуа школ а номер акы шишипса ахыцра амш. Хымпада ари апсуа жлар хзы дара акрыззазгуа нефел. Мук ялцы за бардахыбра пырылцы за псны фархача ах за пшазмо апсны айныц хагунга апсны тыцге зырпшзо хак тызго хзырызго. Абра
Светлана Сарбионовна, раԥхьа днаргыланы, еиҭауп ҳәа расҳәарц сҭахуп абра аџьабаа збо. Ҳҿар хәыҷқәа уаҵәтәи ҳамш аџьабаа рыдызбало. После официальной части праздник продолжился концертной программой. Настоящую праздничную атмосферу создавали музыкальные и танцевальные номера в исполнении выпускников и творческих коллективов. Столетие школы стало значимым событием не только для села, но и для всей Обжуйской Абхазии. Юбилей напомнил о важности сохранения традиций, уважения к истории и поддержки системы образования. Заур Кварча, Тимур Гогохия, Абаза ТВ. Бадра Гунба проинспектировал ход восстановительных работ в домах на улицах Лакоба и Званба в Сухуме, пострадавших от урагана. Как сообщает «Спутник Абхазия», дом на улице Лакоба временно накрыли шифером. Здесь работы завершат в течение 3-4 дней, сообщил президенту глава Сухума Тимур Агрба. Но в этом доме очень большая проблема с подвалом. На протяжении десятилетий вопрос не решается. Сейчас мы какие-то меры должны предпринять, уточнил Агрба. В доме на улице Званба 22 кровлю полностью обновят, добавил он. Художникам осталось закончить 2 из 10 муралов на фасадах зданий в Сухуме. Фестиваль «Новые формы» близится к завершению, рассказала «Спутник Абхазии» одна из организаторов Кристина Козлова. Она поблагодарила представительство Россотрудничества в Абхазии за информационную и организационную поддержку фестиваля. Работу над муралами оценил представитель Народного фронта, участник команды «Нарты» из Абхазии Тимур Астания. Он побывал в нескольких домах. Мы долго согласовали с администрацией, потому что это входная группа. Все машины, которые заезжают в Сухум, они проезжают через эти дома. И, соответственно, для администрации было важно, чтобы не было ляпистых рисунков каких-то, которые не вписывались бы в архитектуру города. Поэтому принято решение сделать мурал по мотивам от Городидзария. Вот. Сегодня наш художник уже заканчивает, наносит последние штришки. Это уже 9-й мурал получается. Еще один у нас не закончен, закончит сегодня. И также сегодня мы будем вручать сертификаты девочкам, студенткам АГУ, которые помогали нам создавать муралы. Хочу поделиться своими впечатлениями. Вот проезжаю по городу уже довольно часто, как приехал, и вот замечаю вот эти вот произведения искусства и радуюсь, действительно искренне радуюсь, как ребенок, которому подарили велосипед в детстве. Потому что наш город преображается в лучшем своем виде. Это было видео с ресурса «Спутник Абхазия». Готовность к летнему сезону обсудили в ходе расширенного межведомственного совещания МВД Абхазии. Требования к обустройству пляжных территорий, эксплуатации водного транспорта, организация движения транспорта в летний сезон, закрытие несанкционированных переездов через железную дорогу. Эти и другие вопросы обсудили руководители МВД, МЧС, СГБ, Погрануправления ФСБ России в Абхазии, а также представители районных администраций и подразделений МВД. Подробнее Надежда Боровикова. В ближайшее время будет названа официальная дата открытия купального сезона. Решение принимают главы районов по согласованию с МЧС Абхазии. В преддверии курортного сезона вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Кьют провел расширенное межведомственное совещание, посвященное обеспечению безопасности жителей и гостей Абхазии в летний период. Начальник госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа напомнил о правилах охраны жизни людей на водных объектах, утвержденных постановлением Кабмина 2019 года. Обеспечение выполнения требований, предъявляемых к пляжам, к местам массового отдыха населения людей у воды в соответствии с настоящими правилами возлагается на владельцев соответствующих объектов. То есть городские пляжи, соответственно, данные правила возлагаются на глав администраций городов и районов Республики Абхазия. Продажа спиртных напитков
на пляжах и в местах массового отдыха людей у воды запрещается. Это может быть для кого-то новшество, но в этих правилах от 2019 года все прописано. Пляжи, которые находятся в аренде администрации городов, и физические либо юридические лица обязаны осуществлять постановку пляжей на учет Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Республики Абхазия. За 5 лет на водных объектах в Абхазии погибло 56 человек. Основная причина – неготовность пляжей к безопасному отдыху граждан. Из 20 зарегистрированных пляжей ежегодно только 8 полностью пригодны к приему гостей. С 2022 года действуют новые штрафы за нарушение требований к пляжам от 9 до 12 тысяч рублей. Основных требований 5. Это подводные работы по очистке дна, установка сигнальных мачт, разрешающих или запрещающих купание, ограничительных буев для людей и транспорта, а также наличие вышки со спасателями. На каждом пляже минимум 100 метров влево и вправо должен быть спасательный пост. То есть спасательная вышка с сертифицированными матросами-спасателями, хотя бы 3 человека на данную территорию. Второе. Обозначить границы заплыва в местах купания. То есть должны быть ограничительные буи. Ограничительные буи между собой ставятся 25 метров, от берега около 30 метров. То есть это зона купания людей. Маломерные суда, либо остальные корабли, катера, чтобы подходили к берегу, у них должна быть техническая зона. То есть дорожка, по которой они могут пройтись, не задевая людей, которые купаются в море. Хуже всего безопасность на воде в предыдущие годы была организована на пляжах Гагарского района, подчеркнул Тенгиз Сабуа. Пляжи Сухума, Гулрыбша и Ачамчиры выполнили все условия МЧС, кроме вышек со спасателями. Страна испытывает нехватку специалистов в этой сфере. Заместитель главы администрации Гагарского района Тимур Ампар отметил, что в этом году ожидается рост турпотока. Район активно готовится, и все недочеты будут устранены. Касаемо подготовки пляжей в прибрежной части, это Цендрив, Шкагра, я доведу до руководства все необходимые мероприятия, которые нужно будет провести. Соответственно, администрация всегда тесно сотрудничает и со всеми службами, и с органами обеспечения безопасности. То есть все недочеты будут исправляться своевременно. И я думаю, мы сумеем принять в этом году и достойно обеспечить отдых туристов, которые посетят наш район. В прошлом году Погрануправление ФСБ России в Абхазии зафиксировало 38 нарушений правил пограничного режима на море, из них 29 в период курортного сезона. Нарушители оштрафованы на общую сумму 111 тысяч рублей. Всего на учете у нас в подразделениях береговой охраны состоит 815 маломерных судов, из которых с повышенными скоростными характеристиками, то есть с мощностью двигателя от 100 лошадиных сил и выше, 285 судов. Владельцами маломерных судов в период курортного сезона допускаются нарушения пограничного законодательства, связанные с выходом в море без уведомления пограничных органов и выходом на удаление более 2 морских миль. В 2024 году мы отмечали также случаи передачи управления маломерными судами лицам, не имеющим действительных документов на право управления. Хочется сказать, что реализация мер административного принуждения, она вызывает негативную реакцию у окружающих. Поэтому с целью исключения этого предлагается основные усилия сосредоточить все-таки на профилактических мероприятиях. В первую очередь это в местах скопления маломерных судов и в точках проката размещать соответствующий информационный материал, работать непосредственно с владельцами точек проката и маломерных судов, но и непосредственно ужесточать спрос именно с них. Глава столичной администрации Тимур Агарба рассказал, что все службы работают в усиленном режиме. Столица готовится к приему гостей. Кроме того, он просил министра внутренних дел оказать содействие в 2 вопросах. Как вам известно, в городе очень много транспортных средств, и летом ожидается еще больше. Значит, совместно с УВД, с ГАИ города Сухумы вопросы прорабатывали. Допустим, штрафовать людей там, где нет ни разметки, ни парковочных мест, не представляется возможным. Поэтому сейчас в течение месяца мы собираемся нанести разметку на всей центральной части города Сухум с парковочными местами, значит, с запретом в некоторых местах, где этого нельзя делать. И в этом плане рассчитываем на, значит, совместную работу, чтобы у нас в городе таких заторов
не было. И, Роберт Витальевич, я думаю, что, я уверен, вы с этой проблемой знакомы и этим занимаетесь, но есть очень большой запрос от горожан, которые сейчас даже письменно обращаются. Значит, это владельцы ресторанов там, и людей, и массовое скопление народа. Значит, люди, бизнесмены просят обратить внимание на то, что вот наше население с огнестрельным оружием в алкогольном опьянении, состоянии приходят в места общественного скопления, что в свою очередь не нравится ни отдыхающим, ни нашим местным населению, которые проводят время со своими семьями, с детьми и так далее. Это на самом деле большая проблема. Вот если будут законные решения со стороны администрации по парковочным зонам, а также местам, где запрещено парковаться, мы соответствующим образом можем тогда начать работу, в том числе и по эвакуации автотранспорта, который беспорядочно стоит по городу. Это первый вопрос. Касаемо второго вопроса. Буквально недавно в ходе подготовки плана мероприятий, так скажем, по летнему-курортному сезону, мной была поставлена задача не только по городу Сухум, а по всей Абхазии. Это вообще полный запрет на присутствие наших граждан с оружием в увеселительных либо общественных местах. Начальник погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов рассказал, что за прошлый год границу пересекли 13 миллионов лиц и 2 миллиона 800 тысяч транспортных средств. В этом году погрануправление готовится к увеличению турпотока и совместно с российскими коллегами работает над повышением пропускной способности КПП ПСОУ. Министр Роберт Кьют напомнил о многочисленных жалобах на слишком навязчивый сервис водителей такси, которые работают на площадке после пересечения границы, и спросил у представителя Гагарского района, как будет организована их работа в этом году. Сейчас администрация Гагарского района совместно с городскими службами и районными службами прорабатывается меры по упрощению и созданию более комфортных возможностей для прибывающих туристов, то есть упорядочить расположение самих маршрутных такси на территории определенной, отведенной для этого, то есть не создавая заторов среди тех, кто просто приезжает высадить пассажиров и уехать, то есть прорабатываются такие маршруты для того, чтобы это все скооперировать так, чтобы создать максимально комфортные условия для людей, которые там работают, соответственно, зарабатывают деньги, и для туристов, которые приезжают. Вот когда турист попадает на территорию Абхазии, первым он видит пограничник. Так же? Вот он его встречает, после пограничника стоит непонятный образ. Вот как есть, так и говорю, вот просто посмотрите, кто там стоит, что они делают, как они к ним относятся. Вот этот образ, который формируется уже, наверное, дальше в сознании человека, что куда я приехал. Слушайте, я могу принять радикальные меры, понимаете? Я могу принять любые, скажу так, меры, чтобы их там не было. Но в то же время мы же понимаем, что эти люди тоже хотят зарабатывать. Они своих детей кормят, они семьи кормят. Но им нужно создать площадку, им надо создать условия, где они будут обитать. В этом курортном сезоне ожидается также увеличение нагрузки на железную дорогу. При этом на участке Псоу-Сухум есть 10 санкционированных автомобильных переездов, оборудованных знаками, и 18 незаконных, ликвидировать которые самостоятельно представители Абхазской железной дороги не могут. В сегодняшний день мы не только там увеличили количество поездов, но мы еще возим опасные грузы, дизтопливо, керосин, это авиационный керосин, бензин, которые очень взрывоопасны и, не дай бог, при столкновении могут привести к большой беде. Это мы должны учитывать. И поэтому сегодня, пользуясь случаем, хочу попросить всех глав администрации здесь присутствовать, потому что все эти проблемы находятся в каждом районе. Хочу попросить вас, пользуясь случаем, чтобы совместно этот вопрос какие-то меры принять для
разрешения этого вопроса, потому что мы своими силами, к сожалению, не справляемся. Купальный сезон в этом году начнется, вероятно, как и в прошлом. 5 июня в Гагарском, Гудаутском и Сухумском районах, 10 июня в Гулрыбском и Ачамчирском районах. От нашей работы будут зависеть здоровье и жизнь граждан и гостей Абхазии, подчеркнул вице-премьер Роберт Киут, призывая все ведомства к слаженной и эффективной работе в летний сезон. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ. Министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Асад Хасан Аль-Шайбани поздравил Олега Барцица с назначением на должность министра иностранных дел Республики Абхазия. В поздравлении, в частности, говорится: «Хочу выразить вашему превосходительству свои наилучшие пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в выполнении ваших задач. А также надеюсь, что вместе с вами мы сможем укрепить двусторонние отношения между двумя странами и углубить наше совместное сотрудничество в различных направлениях». Олег Барциц, в свою очередь, направил слова благодарности в адрес Асада Хасана Аль-Шайбани за поздравление в связи с назначением на должность министра иностранных дел Абхазии. Приказом начальника Государственной службы охраны генерал-майора Дмитрия Дбар за добросовестное отношение к исполнению возложенных обязанностей, дисциплинированность, ответственность, а также за участие в инаугурации президента Республики Абхазия почетной грамотой награжден состав почетного караула. Как сообщает медиаклуб «Апсны Яхя», вручил почетные грамоты военнослужащим отдельной роты Государственной службы охраны начальник штаба ГСО подполковник Алхаз Жиба. 2 конфискованных автомобиля переданы на нужды спецоперации. Сочинские таможенники передали в Минобороны России машины, изъятые на российско-абхазской границе. Транспортные средства марки Toyota Alphard и Honda Fit были выявлены и изъяты на таможенном посту Адлер Краснодарской таможни. Автомобили задержаны за незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами и недекларированием товаров, подлежащих таможенному декларированию, и по решению суда были обращены в собственность государства. После оформления необходимых документов сотрудники службы по городу Сочи Краснодарской таможни передали машины в Минобороны. С начала спецоперации в помощь военнослужащим в Сочи переданы 34 транспортных средства, конфискованных по решению суда за различные нарушения законодательства. «110 лет назад родился Михаил Бгашба, советский государственный и политический деятель, оказавший огромное влияние на общественное, культурное и научное развитие Абхазии. В Абхазском государственном университете состоялся круглый стол, посвященный памяти Михаила Тимуровича. Подробности в репортаже Рады Чачава. Преемственная связь – это основа любого государства, сказала кандидат философских наук, доцент кафедры политологии и социологии Абхазского госуниверситета Далила Пилия, выступая на круглом столе, посвященном памяти видного государственного и политического деятеля, ученого и писателя, человека, внесшего неоценимый вклад в развитие нашей страны, Михаила Тимуровича Бгашба. Сегодня, 16 мая, минуло ровно 110 лет со дня рождения этого поистине удивительного человека, оставившего практически необъятное творческое и общественное наследие в истории Абхазии. Как рассказала Далила Пилия, в 1958 году Михаил Бгашба был избран секретарем обкома партии республики. Он занял этот ответственный и важный пост в крайне непростое время. Первый указ, который он издает, остановить налогообложение этнических абхазов. По всей Абхазии за 20 лет, естественно, не разрешалось то-то, 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 то-то по отношению к абхазам. Вы знаете историю Абхазии хорошо. Он первым издал указ, начиная от села, заканчивая работниками обкома партии, чтобы все на руководящих постах были только этнические абхазы. После Второй мировой войны, после всех ужасов, ничего не было. Начинается строительство 3-4-этажных домов. Он сам ходил по всему городу и проверял, как идет строительство. Впервые в жизни поэты, писатели, художники получили от государства квартиры. Михаил Тимурович был большим патриотом, талантливым политиком, но прежде всего его имя связывают с культурным возрождением Абхазии, ведь он искренне переживал за сохранность и развитие именно сферы культуры и искусства.
наш абхазский драмтеатр уже было решено в Тбилиси, должны были назвать именем Ильи Чавчавадзе. Когда он это понял, быстренько собрал коллектив театра, пригласил людей от партии, и было принято решение назвать именем первого абхазского драматурга Самсона Чанба. Наша Амра, любимая и преподаватели, и студенческая, это по его инициативе было построено. Михаил Бгашба был автором монографий, человеком искусства, науки, человеком, высоко чтящим богатое наследие своей родины, ее историю и культуру. Как рассказала Далила Пилия, именно благодаря ему во дворе Института ботаники был установлен памятник Нестору Лакоба. Появились всеми любимые культурные места и многое другое. На место, где был после Тбилиси отравленный и перевезен Нестор Лакоба, вы знаете из истории Абхазии, его выкопали, там целые проблемы были. Он первым велел построить у входа в Институт ботаники, ботанический сад, мы говорим, памятник, который сейчас стоит. Человек, который сделал так много для Абхазии, для абхазов. Мы очень надеемся, что администрация нашего города, нашей страны, политики, государственные деятели поддержат, хотя бы, чтобы появилась мемориальная доска, что в этом доме жил заслуженный такой-то человек. От строительства самых культовых мест, известных каждому жителю и гостю страны, до важных, справедливых политических решений. О неоценимом вкладе Михаила Бгашба в развитие Абхазии можно говорить долго. Ведь помимо всего перечисленного, всего, что он сделал для своей родины, Михаил Тимурович занимался наукой и выпустил несколько монографий. Его деятельность – это была деятельность человека, который был непосредственно связан с реабилитацией абхазского народа после тяжелейших репрессий, которые абхазский народ пережил. И человек, не будучи, в общем-то, зоологом в буквальном смысле, он сумел поднять вот этот пласт. И вот выходит его книга, которая называется «Арде наша хёд». И удивительно, значит, то, что, во-первых, выбор названия, и он дает почти 100 названий видов птиц на абхазском языке. Самое трудное, что было поднято им и разработано, это пласт, связанный с названием рыб. Потому что вышла еще одна книга Апсыцка, значит, которая была связана с переводом на абхазский язык названий рыб. Как отметил Роман Дбар, Михаил Бгашба внес значительный вклад в развитие абхазской науки. Он буквально закрывал существующие бреши, порой и не обладая всей полнотой данных или специализированными навыками. Он просто фактически закрывал бреши, которые существовали в культурно- и цивилизационном, значит, поле. Это был очень яркий человек, очень талантливый и понимавший многие тонкие аспекты того, как должен развиваться народ. На мероприятии, посвященном памяти Михаила Тимуровича Бгашба, с докладами также выступили директор Института ботаники Эдуард Губас, доктор филологических наук, заслуженный журналист Абхазии Екатерина Бебия и заместитель главы администрации столицы Автандил Сурманидзе. В выступлении он особо подчеркнул, что администрация полностью поддерживает идею установления памятной доски или бюста на доме Михаила Бгашба. Рада Чачава и Нала Гухава, Абаза ТВ. Олимпиада «Путь к вершинам» стартовала в Абхазском госуниверситете. Ежегодно Национальный университет проводит Олимпиаду, целью которой является развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи, популяризация научных знаний и создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных школьников. Победители и призеры Олимпиады получают возможность быть рекомендованными к зачислению на бюджетное или платное отделение выбранного направления. Как отметила заместитель первого проректора госуниверситета Инга Арзенба со ссылкой на данные районных отделов образования, в 2025-м в Олимпиаде «Путь к вершинам» примут участие более 450 выпускников школ Абхазии. Перечень дисциплин, по которым проводится Олимпиада, представлен на сайте АГУ. С ним может ознакомиться любой желающий.
физико-химия и экология. Основная цель данной образовательной программы – подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере образования и культуры, в органах санитарного, идеологического и потребительского контроля. А впервые в этом году на специальности международные отношения участники Олимпиады будут сдавать комплекс предметов по двум профильным дисциплинам – английский язык и история Абхазии. Победители Олимпиады будут определяться на основании рейтинговой таблицы среди тех участников Олимпиады, которые набрали не менее 70% за выполненные олимпиадные задания. Чтобы зарегистрироваться и стать участником Олимпиады, необходимо предоставить паспорт, либо документ, удостоверяющий личность. Справку о том, что участник Олимпиады является выпускником школы. Но это только для тех участников, которые не прошли регистрацию в списках, предоставленных и сформированных районными отделами образования. Одновременно участники Олимпиады могут принимать участие в Олимпиаде по нескольким профильным предметам. С тем лишь условием, что профильные предметы сдаются в разные дни. Если же профильные предметы Олимпиады сдаются в один день, то участник Олимпиады вправе выбрать наиболее приоритетное для него направление подготовки специальности. В Доме Москвы в Сухуми в преддверии Дня славянской письменности и культуры, который традиционно отмечается 24 мая, представительство Россотрудничества в Республике Абхазия провело викторину, посвященную этому празднику. Она включала вопросы на знание истории, зарождения славянской письменности и ее роли в развитии культуры России. Люди и даты. 16 мая – День памяти Сарии Лакоба. В этот день, в 1939 году, умерла Сария Лакоба, супруга Нестора Лакоба. Она, по некоторым данным, единственная женщина в СССР, не подписавшая ни одного признательного в кавычках документа, несмотря на пытки в тюрьмах НКВД. От нее пытались добиться признания того, что Нестор был организатором заговора против Сталина. Умерла от побоев и тифа в Артачальской тюрьме города Тбилиси. Место захоронения остается неизвестным. После выпуска новостей смотрите театрализованную постановку режиссера Джамбула Жардания «Вечер памяти Сарии Лакоба» из архива Абаза ТВ. Другие даты сегодняшнего дня. 16 мая 1942 года погиб старший лейтенант Владимир Харазия. В этот день в бою батарея под командованием Владимира Харазия отбила не одну танковую атаку немцев. Сам Харазия подбил 8 танков. За боевые заслуги он первым из абхазов был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. 16 мая 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий и проявленную при этом отвагу и мужество Рождену Барцец было присвоено звание Героя Советского Союза. Международная повестка. Договорились, что каждая сторона в деталях пропишет свое видение условий прекращения огня. После этого продолжат переговоры. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию по итогам переговоров России и Украины, которые прошли в Стамбуле 16 мая. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерсхулава приняла участие в 16-м международном экономическом форуме «Россия. Исламский мир. Казан-форум» и в юбилейном 5-м международном форуме ТПП. Программа форума, в котором участвовали представители бизнеса, власти и экспертного сообщества из десятков стран, включала панельные дискуссии, бизнес-сессии и B2B переговоры, где обсуждались ключевые вопросы международной торговли, инвестиций и промышленного сотрудничества. На пресс-конференции, посвященной 5-му международному форуму ТПП стран Организации исламского сотрудничества ВАО «Татмедиа», отдельное внимание уделялось укреплению связей Абхазии с регионами России. В своем выступлении Тамила Мерсхулава подчеркнула, что 5 лет форума – это показатель стабильности и доверия между деловыми сообществами разных стран, а также подтверждение его репутации в качестве важной платформы для укрепления международного сотрудничества.
Новости культуры. Фестиваль «Алдза-фест» пройдет в селе Алдза Гагарского района с 17 мая, рассказала «Спутник», один из организаторов София Дбар. В программу входят научно-художественные выставки, мастер-классы по приготовлению абхазских национальных блюд, лепки из глины, добычи эфирных масел и гидролатов, ярмарка мастеров и сельхозпроизводителей. Проректор АГУ Роман Дбар и его директора Пицунда-Мюсерского заповедника Сабина Лобода проведут лекции по экологии. Педагоги биологического факультета АГУ откроют лабораторию под открытым небом для школьников. Абхазская государственная хоровая капелла и ансамбль народных инструментов из села Алдза Абхярца дадут концерты. 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Арзымба посвящается акция «Ночь в музее», которая будет проводиться в Сухуме 18 мая, в Международный день музеев. В Государственном музее боевой славы в 17:00 откроется выставка, посвященная этой юбилейной дате. Там же будут представлены эссе студентов 3-го курса филологического факультета АГУ на тему «Владислав в моем сердце». У входа в музей можно будет увидеть главный экспонат – служебный автомобиль Владислава Арзымба ГАЗ-2410. В отделе этнографии Абхазского государственного музея в 18:00 открывается выставка «Все мы родом из детства». В литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулия в 19 часов подготовлена специальная программа, посвященная Владиславу Арзымба. Фотовыставка, вечер воспоминаний и демонстрация документального фильма Ибрагима Чкадуа «Владислав Арзымба. Политик и дипломат». Сейчас о погоде. В выходные дни 17 и 18 мая в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу без осадков. В ночь с субботы на воскресенье местами шквалистый ветер от 17 до 22 метров в секунду. Временами дождь разной интенсивности и продолжительности. Местами дождь с градом, гроза. Атмосферное давление нестабильное. Ветер умеренный, значительный. Температура воздуха ночью от 13 до 18. Днем от 25 до 30 градусов. Температура морской воды 14 градусов. Волнение морской воды умеренное и значительное. Относительная влажность воздуха от 60 до 90%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абаза ТВ. Удачных выходных!